Всем привет, дорогие друзья! С вами Астарта Сантьятара. Всех приветствую на своем канале. И давайте мы посмотрим сегодня расклад на тему, встретите ли вы мужчину для серьезных отношений этой весной. Это расклад для всех тех, кто одинок и в поиске. И, как обычно, пожалуйста, обратите внимание, что все последние новинки будут в инфобоксе, в описании к этому видео. Мои контакты для личных консультаций тоже есть там. И прогнозы на март по знакам зодиака тоже в инфобоксе есть. Обратите внимание. Перед вами 3 варианта. Сосредоточьтесь, подумайте, да, встретите ли вы этой весной мужчину, какой это будет мужчина, примерно его представление. Не нужно ограничивать его какими-то параметрами, рамками, да, какими-то чертами характера. Нет, давайте Вселенной дадим место, да, для того, чтобы она прислала вам мужчину. Выбирайте свой вариант, первый, второй, третий, и я перехожу к варианту номер 1. Итак, вариант номер 1. Встретите ли вы этой весной мужчину для серьезных отношений? И да, тут ответ да, мужчина такой встретится. Может даже проиграться и так, что вы можете быть уже с ним знакомы, уже можете вести какую-то переписку, либо вы с ним познакомились, но не обратили на него внимания ранее. И вот здесь весной может случиться так, что вы наконец-таки его разглядите и обратите на него внимание, если еще знакомство не произошло. Если не произошло, то оно произойдет. А что это будет за мужчина? Всадник. Мужчина очень активный, мужчина очень динамичный, мужчина целеустремленный. И, конечно же, по всаднику мужчина может быть из другого города, либо это будет приезжий мужчина. Мужчина может, там, не знаю, это либо, если вы, например, работаете, это может быть новый сотрудник, либо это может быть там друг ваших друзей, который там приедет погостить, там еще что-то. В общем, мужчина, он уже вот-вот, во-первых, на пороге, да, это все-таки всадник, очень быстрая карта. И с другой стороны, как я уже сказала, тут динамика, активность, целеустремленность. И знаете, еще что может быть? Мужчина может заниматься каким-то видом деятельности, связанной с поездками, с передвижениями, с автомобилями, с какими-то, не знаю, транспортными средствами, любыми. Его вид деятельности может быть связан с этим делом. Где вы можете встретить данного мужчину? Карта гора, сердце и ребенок. Ну, я думаю, что, конечно же, можно сказать о том, что это могут быть и горы, да, какой-то отпуск, место, где вам очень нравится, где вам очень комфортно, где вам очень удобно, где вы отдыхаете, где вы чувствуете себя свободно, где вы можете быть открытой, где вы можете себя отпускать. То есть это, знаете, это не работа, к примеру, или какие-то там официальные заведения, где вы будете себя сдерживать, да, здесь нет, здесь вы можете быть открыты, можете быть расслаблены, здесь вы можете быть той, кем вы и являетесь. То есть на работе мы все равно как-то держимся, да, там показываем, держим лицо, а вот в этом месте, то здесь уже можно как бы быть уже более такой инфантильной, более открытой. Но, как я уже сказала, да, это вполне могут быть и горы, если кто-то любит. И что это будут за отношения? Карта дом, медведь и сад. Ну, вполне себе хорошие, вполне себе такие гармоничные отношения, открытые отношения. Будете много общаться, будете много что-то там изучать, друг друга постигать. И, смотрите, мужчина эти отношения будет как бы вести. Мужчина эти отношения будет направлять, будет проявлять свой характер, будет настаивать на каких-то, на тех вещах, да, которые он себе считает нужными и важными в отношениях. Отношения могут быть вполне себе такие теплые, уютные. Эмоции, они будут такие достаточно спокойные, без вот этих вот перепадов
то вниз, то вверх, вот этих американских горок здесь мы не видим. И, конечно, отношения по дому, они могут быть ограничены неким пространством. Вот как я уже и сказала, если мужчина все-таки приезжий, он там приехал погостить, то дом нам вполне может намекать на то, что отношения могут быть на расстоянии, и больше вы будете с ним переписываться и переговариваться, перезваниваться вот в соцсетях. Да, очень похоже по этой триаде, потому что у нас еще и карта сад, и медведь в этой колоде, он все-таки лежит, он не активен, как могут, не двигается, как во многих других колодах. Вот такой у нас вышел вариант номер 1. Я вам желаю, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Пусть ваша жизнь будет гармоничной, ароматной, красивой, такой сытой, да, богатой, благополучной. И берегите, любите, балуйте, цените себя, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства. Это была Старта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И перехожу к варианту номер 2. Итак, единички, прошу прощения, двоечки, смотрим вас, и встретите ли вы этой весной мужчину для серьезных отношений. И тут ответ да, многие могут сказать, что гроб скажет нет, как-то, но у меня всегда гроб проигрывается как ответ да, и доп карта к нему еще, и я вытянула эта карта коса, которая нам говорит о том, что в любом случае вы этого мужчину встретите. И карта еще суда. И что это будет за мужчина? Мужчина перспективный, мужчина, который, знаете, вот может дать многое вам в жизни, если постарается, если приложит какие-то усилия. Мужчина, который будет для вас возможностью что-то изменить, да и вообще мужчина, способный к переменам, мужчина, способный рисковать, мужчина, способный пробивной такой, да, открывать те двери, которые, казалось бы, были закрыты. Мужчина легкий, мужчина общительный, мужчина такой вот красивый, может быть даже не у всех, но у некоторых может проиграться и так, что он может быть немного моложе вас. Мужчина такой балагур и где-то даже ловелас, да, любитель женщин, любитель и такой вот знающий представитель мужского пола, который знает и умеет, как обращаться с женщинами, который умеет делать комплименты, дарить подарки, который может дать женщине ощущение и понимание, что она любима, что она желанна, что она прекрасна. Мужчина, в принципе, такой достаточно положительный, где вполне может эта встреча произойти. Карта корабль, крест и ребенок. Ну, какое-то общественное место, там, где вы развлекаетесь, там, где вы проводите приятно, легко и открыто время. И такое место, где-то, может быть, у воды будете отдыхать, где-то будете гулять, да, какие-то парки, прогулки. И карта корабль в любом случае нам может говорить, конечно же, и прямо, что это может быть какой-нибудь теплоход, либо какой-нибудь яхта, какая-нибудь прогулочная, да, или это будет какая-нибудь баржа, ну, в общем, возле воды, на воде встреча вполне себе может порой и зайти. Знакомство может случиться. И что это будут за отношения? Птицы, клевер и кольцо. Ну, отношения достаточно легкие, достаточно такие воздушные. Много общения, много каких-то переписок, созвонов, много вот такая большая динамика в соцсетях, да, будете находиться постоянно на связи с мужчиной. Отношения, в принципе, вот общение между вами, да, оно будет достаточно таким стабильным и длительным. Вот он может быть, знаете, насколько он по характеру, да, судя по картам, видим, что он такой рисковый, да, и может там делать какие-то резкие и неожиданные поступки, то здесь он может немного пробуксовывать, как бы немного тушеваться, немного как-то быть неуверенным в себе, что-то там, в общем, тянуть резину может.
Но, в принципе, как я уже и сказала, да, отношения достаточно такие приятные, легкие, воздушные, без каких-либо отяжелений, без каких-либо сильных обязательств. Но вот такое общение, которое приведет к чему-то большему. Кольцо нам еще может говорить и о том, что в будущем, в принципе, эти отношения, это общение может перерасти и во что-то более серьезное, во что-то более значимое. Вот вариант номер 2 для всех тех, кто его выбрал. Дорогие, я вам желаю, будьте здоровы. Пусть жизнь будет легкой, пусть жизнь будет сытой, пусть жизнь будет благополучной, прекрасной, чудесной. Такой, да, когда есть место чудесам и есть место удивлению, но такому приятному удивлению. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, пишите лайки. Прошу прощения, ставьте лайки, пишите комментарии. И обращайте внимание на инфоблог. Я прощаюсь, перехожу к третьему варианту. Троечки, дорогие, встретите ли вы этой весной мужчину для серьезных отношений? Увы, тут порадовать не могу. Встреча не произойдет, судя по карте развилка. Что-то изменится, либо что-то уведет вас от знакомства. Что мешает? Коса, звезды и всадник. Вот здесь могут быть какие-то рабочие моменты, причем такие множественные рабочие моменты, либо вы нацелены именно на заработок, на какой-то финансовый результат, финансовый успех. Причем этот успех может быть таким долгосрочным и долгоиграющим в том смысле, что вам нужно поднапрячься и поработать сейчас, чтобы в будущем получить какие-то результаты, какие-то уже плоды своей деятельности. И в то же время карта нам говорит о том, что, видимо, время еще не пришло. Есть какое-то между вами расстояние, есть какие-то преграды, может быть даже мелкие, либо не очень мелкие, но какие-то есть барьеры к тому, чтобы этого мужчину встретить. Может быть, просто банально вы не готовы к встрече, поэтому мироздание вам не хочет посылать этой весной мужчину. Но карта всадник также нам говорит о том, что может быть наличие сейчас в вашей жизни некого мужчины, который и является неким барьером, некой преградой, который уже вам встретился, либо уже будет вот буквально на пороге. Вот. Я не говорю, что это мужчина для серьезных отношений. Это вот как раз может быть тот человек, который является как бы ширмой, да, преградой к тому, чтобы встретить именно мужчину для серьезных отношений. А вот то общение, те отношения, тот претендент, который на эту должность сейчас в вашей жизни есть, либо вот-вот появится, он может как бы преграждать вам путь. Как-то садик нам говорит о скором появлении некого человека в вашей жизни, но это уже у нас пункт о том, что нам все-таки мешает появлению, да, что помогает. Клевер, корабль, кольцо. Счастливый случай, он должен быть. Смотрите, если все-таки какие-то изменения, они будут происходить, жизнь все-таки не статична, и мы каждый день, каждую минуту, каждую секунду делаем выбор, и этот выбор влияет на нашу дальнейшую жизнь. И вот здесь, если какие-то перемены произойдут именно в вас, мои дорогие троечки, то вполне может быть так, что встреча она произойдет, но опять же это будет не весной. Это будет не весной, это будет туда подальше. И, скорее всего, это может быть какая-то деловая встреча, либо какая-то поездка, либо, опять же, просто знакомство через знакомых, коллег, родственников, приятелей и так далее и тому подобное. И вам совет, что вам нужно сделать, чтобы этот самый мужчина, он встретился. Ну, конечно, работать в первую очередь над собой, относиться к этому легко, относиться к этому с верой в то, что, конечно же, это будет. Причем эта вера, она должна быть непоколебимой, что мужчина в вашей жизни, он появится однозначно. И, конечно же,
занимайтесь своей красотой, своей внешностью, своей привлекательностью. Хорошо бы здесь еще заниматься каким-то спортом. Вот знаете, когда девушка-барышня, она переключается, да, вот с этой основной проблемой, которую она постоянно в голове своей мусолит, сразу мироздание посылает то, что она хотела и давно мечтала и не получала. Как только вы уменьшаете значимость. Прошу прощения. Как только вы уменьшаете значимость этой проблемы, сразу все появляется. И вот здесь нам карта намекает на то, что переключитесь. Да, верьте, но не надо это постоянно мусолить, не надо об этом постоянно думать, это всё постоянно переваривать. Ну когда же, ну когда же, ну когда же? Нет. Занимайтесь собой, работайте над собой, занимайтесь своими деловыми вопросами, работой, и мироздание вам пошлет этого мужчину однозначно. Вот такой у нас вышел вариант номер 3. Я вам желаю счастья, любви, гармонии, процветания. Это была Старта Сантья. Всех благодарю, что были со мной, что искренне надеюсь, что мой канал интересен вам и подсказывает вас, помогает вам, оберегает вас, мои работы, да, мои расклады. И, как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До встречи.